Русский — это единственное определение национальности, которое определяется именем прилагательным. Украинец, немец, американец, китаец, француз — это имя существительное, которое отвечает на вопрос «кто что». Русский — это какой чей, это прилагатель. Русский, как определение национальности, появилось относительно недавно, примерно 300 лет. В следующем году будет 300 лет, как нацию, национальность начали определять словом «русский». Это случилось при Петре Первом, когда возникла Российская империя, тогда появились русские. Впервые в летописях это упоминается 1723 год. Русский. До этого там были разные: Мокша, Чудь, Вепи, Эрзя, Рязань, там кто угодно, русских не существовало. При Петре Первом, коль скоро тот возжелал стать императором, возжелал иметь не Московское царство, а Российскую империю, он своих подданных решил называть прилагательным «русский». Раньше в Киевской Руси, во времена Киевской Руси, русский через мягкий знак с одним «с», русский, было, русскими называли в следующей ситуации. Когда кто-то ехал, на поле там работает человек, его спрашивают: ты чьих будешь? Я русский, или я русского князя Холоп. То есть это была принадлежность к определенным там князьям. Петр I взял это на вооружение себе, он тоже как бы определил людей своими крепостными, там, собственностью своей, русский. И те, кто сегодня называет себя русскими, на самом деле они манкурты, они люди, которые не знают своих корней, не знают своей истории, не знают, кто они, потому что есть такое выражение: поскреби любого русского, там окажется какая-то национальность.